Ледяная сталь монтировки со свистом рассекла воздух, целясь мне в висок. И я, лежа на грязном бетоне с перебитым дыханием и пустой обоймой, с ужасающей ясностью понял, что на этот раз просто не успею закрыться. В ту же долю секунды, рыча не как собака, а как раненый демон, огромная черная тень метнулась из темноты ангара, принимая смертельный удар на себя с влажным, тошнотворным хрустом ломающихся ребер. Пес рухнул на меня, теплый и тяжелый, заливая мое лицо своей горячей кровью. Но даже умирая, он продолжал скалиться на человека, который когда-то был его хозяином, а теперь стал нашим палачом. Все закончилось. Или только началось. Сейчас, когда адреналин схлынул, оставив после себя лишь тошную слабость и дрожь в руках, трудно сказать наверняка. Чтобы понять, как мы оказались на этом окровавленном полу в промзоне на окраине Ярославля, нужно отмотать пленку назад, на 2 месяца. В тот вечер, когда я был уверен, что в моей жизни больше никогда не случится ничего хорошего. Меня зовут Андрей Яковлев. Мне 38 лет, из которых 15 я отдал службе в уголовном розыске. Звание майор, должность старший оперуполномоченный. Имущество — двухкомнатная хрущевка с ипотекой, старый Ford Focus, который заводился через раз, и пустота. Оглушительная, звенящая пустота, которая поселилась в квартире после того, как полгода назад жена собрала вещи и ушла, бросив на прощание фразу, ставшую моим личным приговором. «Ты не живешь, Андрей. Ты просто функционируешь. А я не хочу жить с функцией». Она была права. Я превратился в механизм. Встал, выпил растворимый кофе, который на вкус напоминал сжженную резину, поехал в отдел, перебрал горы бумаг, допросил пару наркоманов, выслушал крики начальства о нераскрытых глухарях, вернулся домой, выпил водки, чтобы заглушить гул в голове, лег спать. Повторить. Февраль в этом году выдался особенно лютым. Город словно вымерз изнутри. Дрязный снег, смешанный с песком и реагентами, превратился в серое месиво, которое чавкало под ногами и разъедало ботинки. Небо неделями висело над крышами низким свинцовым одеялом, давя на психику. Казалось, что солнце навсегда покинуло центральную Россию, оставив нас наедине с ветром и безнадегой. В тот вторник я же держался на работе до полуночи. Очередной отчет для прокуратуры никак не складывался, цифры плясали перед глазами, а в желудке урчало так громко, что слышно было в коридоре. Столовая давно закрылась, дома в холодильнике повесилась мышь, кажется, там оставался только засохший кусок сыра и банка горчицы. Я вышел из здания управления, поднял воротник бушлата и закурил. Ветер тут же швырнул мне в лицо горсть колючей ледяной крошки. Хотелось выть. Не от боли, а от этой беспросветной серости. Я сел в машину, долго грел двигатель, слушая, как он натужно кашляет, и, наконец, тронулся. До дома было минут 20 езды, но желудок требовал жертв прямо сейчас. На перекрестке возле круглосуточного рынка светилась неоновая вывеска павильона «Горячая выпечка». Место сомнительное. Контингент там ошивался соответствующий. Таксисты, загулявшие студенты и мелкая шпана, но выбирать не приходилось. Я припарковался у обочины, стараясь не заехать в сугроб, и вышел в морозную ночь. У окошка никого не было. Продавщица, грузная женщина в синем фартуке поверх пуховика, дремала, подперев щеку рукой. 2 сосиски в тесте и кофе, черный, без сахара, — хрипло сказал я, постучав монетой по металлическому прилавку. Женщина вздрогнула, открыла глаза и недовольно буркнула что-то себе под нос, но заказ приняла. Пока микроволновка гудела, разогревая мою нехитрую трапезу, я стоял, прислонившись спиной к холодной стене павильона, и смотрел на пустую улицу. Фонарь над киоском мигал, отбрасывая дерганые тени на сугробы.
И тогда я почувствовал взгляд. Это странное ощущение, знакомое любому оперативнику. Когда ты еще никого не видишь, но затылком чуешь, что на тебя смотрят. Не враждебно, не агрессивно, а пристально, изучающе. Я медленно повернул голову. Метрах в 5 от меня, у мусорного бака, сидел пес. Это была немецкая овчарка, или то, что от нее осталось. Крупный костяк, мощная голова, благородная осанка. Породу не скроешь даже под слоем грязи и истощения. Но в каком же он был состоянии? Шерсть свалялась колтунами, на боку виднелась старая, плохо зажившая рана, то ли от ожога, то ли от удара чем-то тяжелым. Ребра торчали так явственно, что их можно было пересчитать даже сквозь густой подшерсток. Одно ухо висело, словно сломанное. Но самым страшным были не раны. Самым страшным было то, как он дрожал. Крупной, безостановочной дрожью, от которой ходуном ходило все его тело. Он поджимал по очереди лапы, пытаясь хоть немного согреть их о ледяной асфальт. Но это не помогало. Обычно бродячие собаки ведут себя по одному из двух сценариев. Либо трусливо жмутся, поджав хвост в ожидании пинка, либо скалятся, готовые защищать свою территорию. Этот пес не делал ни того, ни другого. Он просто сидел и смотрел мне в глаза. В его взгляде не было униженной мольбы «дай кусочек». В нем читалось что-то пугающее человеческое. Усталость, достоинство и вопрос. Безмолвный, тихий вопрос, который пронзил меня сильнее, чем тот ледяной ветер. Ты ведь тоже один. Ты ведь понимаешь, каково это, когда внутри холоднее, чем снаружи. «Маш кофе, мужчина!» Голос продавщицы вырвал меня из транса. Я забрал бумажный стаканчик и бумажный пакет с выпечкой. Горячий пар ударил в нос запахом дрожжевого теста и дешевых сосисок. Желудок свело спазмом голода. Я откусил кусок, чувствуя, как жир течет по подбородку. Вкусно. Господи, как же вкусно, когда ты не ел 12 часов. Пес дернул носом. Он уловил запах. Его кадык дернулся. Он сглотнул вязкую слюну, но не сдвинулся с места. Он не заскулил, не подался вперед. Он продолжал сидеть, сохраняя эту невозможную, статуарную неподвижность. Только глаза, темные, глубокие, как два колодца, следили за каждым движением моей руки. Я жевал, а кусок не лез в горло. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Мы были двумя одиночествами на этом заснеженном перекрестке ночного города. «Жрать хочешь?» — спросил я тихо. Мой голос прозвучал глухо в морозном воздухе. Пес едва заметно наклонил голову на бок. Сломанное ухо дрогнуло. Я вздохнул, проклиная свою сентиментальность. «Тебе своих проблем мало, Яковлев. Ипотека, развод, язва. Теперь еще блоховоза прикармливать будешь», — шепнул внутренний голос. Голос того самого циника опера. Но я уже достал из пакета вторую сосиску в тесте. Она была горячей, обжигающей пальцы. Я не стал кидать еду в грязь, как обычно делают подачки дворнягам. Почему-то мне показалось, что это унизит его. Я сделал шаг вперед, присел на корточки и протянул руку с едой на раскрытой ладони. «На, бери». Это без подвоха. Пес напрягся. Мышцы, под свалявшейся шерстью, окаменели. Он смотрел то на сосиску, то мне в глаза, словно взвешивая все риски. Он явно знал, что рука человека может не только давать, но и бить. Я увидел шрам над его бровью, след от чего-то острого. Кто-то уже учил его, что доверие — это боль. Секунды тянулись, как резина. «Ну же, брат», — сказал я мягче, стараясь не делать резких движений. «Я мент, я не обижу. Хотя, говорят, мы те еще сволочи, но не сегодня».
Он сделал шаг, хромая на левую переднюю лапу. Еще шаг. Подошел вплотную. От него пахло мокрой псиной, старой кровью и бедой. Он осторожно, одними губами, с невероятной деликатностью взял еду с моей ладони. Ни зубом не задел, ни слюной не капнул. Проглотил он ее мгновенно, почти не жуя, и снова посмотрел на меня. Теперь во взгляде что-то изменилось. Там появилась слабая, едва теплящаяся искорка. Надежда? Благодарность? Я встал, отряхивая колени. «Все, приятель, больше нет. Сами мы не местные, зарплата маленькая». Я попытался отшутиться, чувствуя себя идиотом, разговаривающим с собакой посреди ночи. Я пошел к машине. Оперся рукой о ледяную ручку двери и открыл ее. Салон встретил меня теплом и запахом прокуренной обивки. Я сел за руль, захлопнул дверь и посмотрел в зеркало заднего вида. Перс сидел там же. Он не ушел искать объедки. Он смотрел вслед моей машине. В свете красных габаритных огней его силуэт казался вырезанным из черной бумаги. Я повернул ключ зажигания. Мотор заурчал. «Уезжай, Андрей. Езжай домой, ложись спать. Завтра планерка у полковника, тебе мозги будут полоскать за дело автоугонщиков. Забудь. Это просто собака. В городе тысячи бродячих собак». Я включил передачу. Машина дернулась вперед. Проехал 10 метров, 20. В зеркале пес стал маленькой точкой. Одинокой черной точкой в белом холодном аду. «Черт!» Я силой ударил ладонью по рулю. «Да пошло оно все!» Резко ударил по тормозам. Форд юзом пошел по льду, но остановился. Я включил заднюю передачу и сдал назад, подъехав прямо к тому месту, где он сидел. Опустил пассажирское стекло. «Эй!» — крикнул я. «Тебе особое приглашение нужно?» Пес встал. Он не вилял хвостом. Он подошел к открытой двери, заглянул в салон, словно оценивая интерьер моего убогого жилища на колесах, затем перевел взгляд на меня. «Садись», — скомандовал я. «Поехали. У меня дома сыр есть. И тепло». Он замешкался всего на мгновение, а потом, собрав последние силы, тяжело запрыгнул на переднее сиденье. Отряхнулся, обдав меня облаком снежной пыли, и свернулся калачиком на коврике под бардачком. Тяжело вздохнул, звук был похож на сдувающуюся шину, и закрыл глаза. Я смотрел на него, грязного, вонючего, огромного пса в моей маленькой машине, и впервые за полгода почувствовал, что ледяной ком в груди начал таять. «Ну, будем знакомы», — пробормотал я, выруливая на проспект. «Имени у тебя нет, у меня жизни нет. Отличная команда получается. Я еще не знал, что через 2 месяца он спасет мне жизнь. Я не знал, что у него есть имя, и это имя известно в криминальных кругах Ярославля. Я не знал, что за этим псом идет охота, и что, посадив его в машину, я подписал себе приговор. Я просто ехал домой, и впервые за долгое время я ехал не в пустую квартиру. Утро следующего дня началось не с кофе, а с осознания катастрофы. Я проснулся от того, что кто-то дышал мне прямо в ухо. Тяжелое, сиплое дыхание с присвистом. Я резко открыл глаза и дернулся, рефлекторно потянувшись рукой под подушку, где когда-то лежал табельный. Дома я его, конечно, не хранил, но привычка осталась. Прямо перед моим носом была огромная собачья морда. Пес сидел возле дивана и внимательно наблюдал за тем, как я сплю. Увидев, что я проснулся, он вежливо отодвинулся и сел чуть поодаль, ожидая дальнейших распоряжений. В дневном свете, пробивающемся сквозь грязные шторы, он выглядел еще хуже, чем ночью. Худоба была пугающей. Хребет торчал острой грядой, тазовые кости выпирали углами.
Шерсть была тусклой, местами вытертой до кожи. Но вот что странно. В квартире не было ни лужи, ни кучи. Он терпел. «Доброе утро», — прохрипел я, садясь на диване и растирая лицо. Голова гудела после вчерашнего. «Ты как, живой?» Пес коротко стукнул хвостом по полу. Один раз. Словно поставил галочку. «Принято». Я встал, натянул трико и побрел на кухню. Пес пошел следом. Но не путался под ногами, как обычно делают домашние любимцы, а шел сбоку, держа дистанцию, словно конвоир. Или телохранитель. Я открыл холодильник. Сыр, горчица, половина батона. «Не густо, брат», — я повернулся к гостю. «Магазины еще закрыты, до работы не успею. Будешь сыр?» Я нарезал засохший российский кубиками. Пес съел все моментально, аккуратно слизывая крошки с линолеума. Потом подошел к миске с водой, которую я поставил ночью, и жадно вылокал все до дна. «Ладно», — сказал я, глядя на часы. «Мне на службу пора. Оставить тебя здесь. Разнесешь хату?» Пес посмотрел на меня сукоризной. В его взгляде читалось: «Я что, похож на щенка-идиота?» «Понял, не дурак, но гулять надо. Пошли». Мы вышли во двор. Мороз немного спал, но небо все еще было серым и низким. Соседка с первого этажа, Валентина Петровна, выгуливала своего раскормленного мопса. Увидев меня с огромной овчаркой, она схватила мопса на руки и прижала к необъятной груди. «Андрей Владимирович, это что за чудище? Откуда?» — взвизгнула она. «Он же бешеный, посмотрите на него. Весь драный». Мой пес даже не повернул головы в сторону истерящей женщины и ее дрожащего мопса. Он сделал свои дела в дальнем углу двора, у сугроба, закопал следы и вернулся к моей ноге, встав идеально ровно, плечом к колену. «Выучка», — мелькнула у меня мысль. «Это не просто дворняга. Кто-то с ним занимался. И занимался серьезно». «Это не чудище, Валентина Петровна», — буркнул я. «Это сотрудник, стажер. Я отвел его домой. Сиди тихо, не лай, дверь не царапай. Вечером приду, привезу мясо. Нормального мяса, обещаю». Он прошел в коридор, лег на мой старый коврик для обуви и положил голову на лапы. Он понял. Он будет ждать. В отделе день начался с привычного ада. В кабинете, который я делил с двумя другими операми, молодым лейтенантом Пашкой Смирновым и угрюмым капитаном Витей Коротковым, стоял дым коромыслом. «Яковлев!» — гаркнул начальник убойного подполковник Зубов, едва я переступил порог. «Ты где шляешься? У нас труп в Дзержинском районе, по твоей части. Огнестрел, бытовуха или разборки пока не ясно. Группа уже выехала, давай пулей туда». «Еду, товарищ подполковник». Я схватил папку со стола. «И Андрей!» — окликнул Зубов. «Ты выглядишь как дерьмо. Побрейся, что ли? Или пить бросай?» «Так точно», — огрызнулся я и вышел. Весь день прошел в беготне. Осмотр места происшествия, опрос свидетелей, которые, как обычно, ничего не видели и не слышали, поездка в морг. Мысли о собаке периодически всплывали в голове, вызывая странную смесь тревоги и тепла. Как он там? Не воет? Не сгрыз ли диван? Освободился я только к 8 вечера. Заехал в супермаркет, купил 2 килограмма говяжьей обрези, пакет гречки и большой мешок дорогого сухого корма. Стоя на кассе, я поймал себя на том, что выбираю еду тщательнее, чем себе за последние 3 года. Поднимаясь по лестнице на свой 3-й этаж, я прислушивался. Тишина. Ни лая, ни воя. Может, сбежал? Или умер? Сердце ёкнуло. Я открыл дверь ключом. В квартире было темно. «Эй!» — позвал я. Из темноты коридора бесшумно возник силуэт. Хвост качнулся. 1, 2.
Он подошел и ткнулся холодным носом мне в ладонь. Живой. Дождался. Мы ужинали вместе. Я сварил ему гречку с мясом. Запах стоял на всю квартиру такой, что я сам чуть слюной не захлебнулся. Он ел жадно, чавкая, забыв про манеры, а я сидел на табуретке, пил чай и смотрел на него. «Как тебя звать-то?» — спросил я вслух. «Шарик. Алкан. Мухтар?» На Мухтара он даже ухом не повел. «Не нравится? Мне тоже. Ты какой-то серьезный, с характером, как скала. Гранит? Нет, пошло». Пес поднял морду, облизнулся. На его шее, там, где шерсть была примята, видимо, долго носил тугой ошейник, я заметил странный шрам в виде креста или буквы «Х». «Может, Тайсон?» — предложил я. Тишина. «Рекс?» Ноль реакции. «Ладно», — я махнул рукой. «Пока будешь серым. Или нет? Ты же немец». Я вспомнил тот взгляд в ангаре, взгляд воина. «Рагнар?» — неожиданно для себя произнес я. Имя древнего конунга всплыло из какого-то сериала, который смотрела бывшая жена. Пес замер. Он не завилял хвостом, но пристально посмотрел мне в глаза и издал короткий низкий звук. Не рык, а скорее ворчание согласия. «Рагнар», — повторил я, пробуя имя на вкус. «Жестко. Тебе подходит». «Ну что, Рагнар, добро пожаловать в семью. В семью из 2 инвалидов». Так началась наша жизнь. Первую неделю мы притирались. Рагнар оказался идеальным сожителем. Он не навязывался, не шумел. Спал только на коврике в коридоре, хотя я пару раз пытался зазвать его в комнату. Он словно знал свое место. Место служебной собаки, а не домашней игрушки. Но были странности. Он панически боялся замаха руки. Стоило мне резко поднять руку, чтобы почесать затылок или снять шапку, как он вжимался в пол и закрывал глаза, ожидая удара. А еще он ненавидел запах алкоголя. Когда в пятницу я пришел домой, выпив с мужиками пару стопок коньяка за день рождения коллеги, Рагнар не подошел ко мне. Он ушел на кухню, забился под стол и рычал оттуда, пока я не принял душ и не почистил зубы. «Кто же тебя так ломал, парень?» — думал я, глядя на его шрамы. Ответ пришел через 3 недели, и этот ответ чуть не стоил нам обоим жизни. В тот день я дежурил в составе опергруппы. Поступила ориентировка на банду, занимающуюся кражами дорогих иномарок и, по слухам, организацией подпольных собачьих боев. Тема боев проходила по касательной. Основным было автодело. Мы взяли наводку на гаражный кооператив «Север» на окраине, где, предположительно, находился отстойник для угнанных машин. Я взял Рагнара с собой. Официально это было запрещено, но мой личный транспорт, старый «Форд», не числился на балансе МВД, а оставлять пса дома на сутки я не хотел. Он окреп, шерсть заблестела, ребра перестали торчать, и он стал похож на настоящую боевую машину. Я оставлял его в машине, когда уходил по делам, и был спокоен. К «Форду» никто не рискнет подойти. Мы приехали в кооператив к вечеру. Операция планировалась тихая, наблюдение, фиксация. Я припарковался в соседнем ряду, заглушил мотор. Рагнар сидел рядом, насторожив уши. Вдруг он напрягся. Шерсть на холке встала дыбом. Из груди вырвалось низкое, вибрирующее рычание, от которого задрожали стекла. «Тихо», — шепнул я, кладя руку ему на холку. «Ты чего?» Он смотрел в сторону большого кирпичного гаража с зелеными воротами. Оттуда вышли 3 мужчин. 2 — обычные быки в кожанках, 6, а третий был высоким, жилистым мужиком лет 45, в дорогом кашемировом пальто, которое нелепо смотрелось среди гаражной грязи. У него было узкое, хищное лицо и очень светлые, почти белые глаза. Аркадий Белов. В определенных кругах известный как химик. Бывший лаборант, варивший амфетамин в 90-е. А теперь уважаемый бизнесмен с темным шлейфом.
Мы давно его разрабатывали, но взять было не за что. Рагнар сходил с ума. Он бился в боковое стекло, пытаясь вырваться наружу. Это была не просто ярость. Это была ненависть. Чистая, дистиллированная ненависть. Химик остановился. Он услышал шум в моей машине. Повернул голову. Наши взгляды встретились через тонированное стекло и морозный воздух. Он не видел меня в темноте салона, но он увидел собаку, беснующуюся на переднем сиденье. На его лице промелькнуло удивление, потом узнавание, а потом холодная злая ухмылка. Он что-то сказал своим быкам, кивнув на мою машину. Я понял. Мы влипли. Это не просто случайная встреча. Это прошлое моего пса пришло за ним. И теперь она смотрит прямо на нас своими белесыми глазами убийцы. Я сидел в темноте салона, будто в ледяной засаде против самого себя. И впервые за много лет почувствовал не рабочее напряжение, не привычный оперативный азарт, а животный страх. Такой, от которого во рту появляется металлический привкус, а пальцы становятся чужими. Рагнар бился о стекло, словно хотел пробить его лбом, и рычал так низко, что этот звук проходил не через уши, через кости. Снаружи, под рваным светом гаражных фонарей, Аркадий Белов остановился и смотрел на мою машину, как смотрят на вещь, которую когда-то потеряли, а теперь нашли. Случайно, не кстати, но уже не отпустят. Спокойно, Андрей. У тебя работа. У тебя голова. У тебя закон. Попытался я собрать себя в кулак, но слово «закон» прозвучало внутри смешно. В таких местах среди сугробов, железных ворот и безымянных дорожек закон зачастую заканчивался там, где начиналась чья-то уверенность в собственной безнаказанности. Я видел Белова и раньше. На фотографиях, в ориентировках, на мутных записях с камер наблюдения. Но живьем он производил другое впечатление. Не ярость и не показную наглость. Холод. Как будто внутри него вместо крови текла вода из-под мартовского льда. Он стоял без суеты, в дорогом пальто, и даже ветер не трогал его. Так мне показалось. А его глаза, почти бесцветные, будто выцветшие от времени, цеплялись за Рагнара с неприятным вниманием коллекционера. Один из быков шагнул в мою сторону, на ходу натягивая перчатку. Второй лениво щелкнул зажигалкой, прикуривая, и улыбнулся. Не мне, не ситуации, а чему-то своему, внутреннему, грязному. Рагнар рванулся снова. Лапы скребанули по пластику двери, оставляя белесые царапины. Его зубы клацнули в сантиметре от стекла, и я вдруг понял. Если они подойдут ближе, он не просто бросится, он разорвет. И тогда уже не важно, кто здесь преступник, а кто опер. Тогда будет труп, а труп служебной овчарки в машине опера — это не история про спасение. Это история про то, как ты сам себе выкопал яму, причем из самой честной, самой жалкой причины, потому что однажды ночью не смог проехать мимо чужого голода. Я медленно, почти нежно положил ладонь Рагнару на загривок. «Тихо, тихо», — прошептал я так, словно говорил не псу, а своей собственной ярости. «Ты мне нужен живым, слышишь? Живым». Он не успокоился. Но на долю секунды его взгляд метнулся ко мне. Короткий, острый, как вспышка сварки. В этом взгляде было больше, чем в любом человеческом слове. Я понял, но я помню. Я вдохнул глубже. Правой рукой нашарил ключ в замке зажигания. Левая все еще лежала на шерсти, чувствуя, как под пальцами ходят мощные мышцы. И тут Белов сделал жест, едва заметный, почти ленивый.
Провел пальцем по воздуху, будто ставя невидимую галочку. Бык ускорил шаг. Бремя сжалось. Я повернул ключ. Старый форт кашлянул, будто оскорбленно, и завелся. Я сразу включил передачу, не давая себе ни секунды на сомнение, и тронулся. Мягко, чтобы не выдать паники, но достаточно решительно, чтобы дистанция начала расти. «Эй!» — донеслось снаружи. «Стоять!» Я не остановился. Секунду я надеялся, что им просто любопытно. Чья машина, кто внутри, почему там пес. Секунду я думал, что это может закончиться обычным «ну-ка, предъяви документы». И я, показав удостоверение, уеду, оставив их с кислой рожей и внутренним раздражением. Но эта секунда длилась ровно до того момента, как в боковое зеркало я увидел, что бык уже бежит обратно к гаражам. И в руке у него что-то темное, длинное, не лом, не палка. От напряжения мне стало холодно под кожей. Ствол. Я вывернул руль, уходя между рядами. Колеса скрипнули по укатанному льду. Машину слегка понесло, и я ощутил, как внутри все проваливается. Если сейчас развернет, все, конец. Мы не в кино, где герой выправляет машину в последний момент. Красиво, с искрами. Мы в Ярославле, в промзоне, на ледяной каше, на Форде, который и в сухую погоду иногда ведет себя как обиженный осел. Рагнар, будто понимая, что мы не просто едем, а уходим от беды, перестал биться в стекло и встал между сиденьями. Его грудь упиралась мне в плечо, горячее дыхание обжигало шею. Он не лез мне на руки, он прикрывал, как живой щит, как напоминание о том, что я больше не один. Сзади хлопнул выстрел. Я вздрогнул так, что пальцы на руле побелели. Пуля ударила в металл где-то позади, коротко звякнула, и этот звук, хрупкий, почти бытовой, оказался страшнее самого выстрела, потому что он означал: по нам стреляют не для понта, по нам стреляют всерьез. Второй выстрел прозвучал уже ближе, и боковое зеркало лопнуло, осыпавшись серебряной крошкой. Я выругался. Грязно, зло, с таким отчаянием, будто ругательство могло остановить смерть. Я вывернул на главную дорожку кооператива, вылетел к воротам и почти на ощупь, в полумраке, нашел узкий проезд, который заметил еще днем. Сзади завелся двигатель. Еще один. Они сели на хвост. «Твою мать!» — прошептал я, не узнавая свой голос. Рагнар зарычал снова. Теперь не на Белова, а на сам воздух вокруг нас. Его рычание было не истерикой, а предупреждением. «Я здесь. Я готов». Машины сзади приближались. Фары выхватывали из темноты то сугробы, то столбы, то облезлые заборы. Дорога к выезду была узкой, местами переметенной, и я понимал, если они решат боднуть меня в бампер, улечу в кювет, и дальше будет то, что в протоколах пишут сухо. Неустановленные лица нанесли телесные повреждения. Смерть всегда выглядит не как что-то великое. Она выглядит как грязный снег, как темный кювет, как чужая рука, которая тянется к твоему горлу. Я стиснул зубы и выжал газ. Форд взвыл, словно протестуя, но послушно пошел быстрее. Впереди мелькнули ворота кооператива, высокая металлическая решетка и будка охраны, в которой обычно сидит дед с чайником и телевизором. Сейчас будка была темной. И вдруг я понял самое плохое. Выезд перекрыт. Не физически, решетка была приоткрыта, но стояла машина. Поперек. Как пробка. Как заранее приготовленная точка остановки. Внутри меня что-то обрушилось. Не страх. Ясность. Прозрачная, ледяная ясность. Это ловушка. Они не просто заметили. Они нас ведут. «Держись, брат», — сказал я Рагнару почти ласково, и сам удивился спокойствию в голосе. «Сейчас будет трясти». Я резко вывернул вправо, прямо перед будкой, туда, где снег выглядел рыхлым, где явно давно не чистили.
Там был просвет между забором и сугробом, узкая щель на грани. Я видел только белую массу и торчащие из нее прутья. Любой нормальный человек не полез бы туда, но нормальный человек не везет в машине собаку, из-за которой на него открыли огонь. Колеса зарылись. Машину качнуло, будто кто-то схватил ее за брюхо. Я на секунду подумал, что все, сели. Но Форд дернулся, рыкнул и выскочил, словно сам не ожидал, что сможет. Я почувствовал, как днищем мы что-то цепанули. Металл против льда, искра или просто звук, похожий на искру. Мы вырвались на проселок за кооперативом. Там не было фонарей, только редкие огни частного сектора и темная полоса леска. Я мчал по колее, виляя, чтобы не дать им прицелиться. Сзади фары продолжали висеть, как две белые, злые точки. Они не отставали. И вот в этот момент меня накрыло понимание, от которого стало по-настоящему плохо. Если они готовы стрелять в меня на территории кооператива, значит, для Белова это не риск. Это привычка. Значит, у него есть уверенность, что он выйдет сухим. Значит, я для него не опер, не майор, не сотрудник. Я помеха. И помехи он убирает. Я полез в карман куртки за телефоном и тут же одернул себя. Звонить в дежурку. Кричать «пришлите наряд». Пока они сориентируют, пока уточнят, пока согласуют, меня уже не будет. Да и что я скажу? Я везу в машине собаку, которую узнал криминальный авторитет, и теперь по мне стреляют. Отлично звучит. Завтра меня самого сдадут на экспертизу, на вменяемость. Я посмотрел на Рагнара. Он сидел теперь низко, почти на полу, упираясь лапами в коврик, чтобы не летать по салону на поворотах. Глаза у него не были бешеными, они были сосредоточенными. И в этом было что-то страшное. Он не паниковал. Он был в своей стихии. Он уже однажды убегал от этих людей. И он уже однажды, вероятно, проигрывал. «Ты их знаешь, да?» — прошептал я. «Ты ведь не просто так на него. Слушай, кто ты, Рагнар?» Он не ответил, конечно. Но его морда дернулась, и я заметил на шее тот самый шрам, похожий на крест или букву X. А вместе со шрамом всплыло подозрение, которое я раньше отгонял, потому что оно казалось слишком мерзким, слишком не отсюда. Подпольные собачьи бои, охрана, травля, натаска. И тут же, как удар в живот, еще одно. Если Белов был связан с этим, если это его пес, тогда Рагнар не просто животное, он улика. Он свидетель, он живая память о чем-то, что Белов не хочет оставлять живым. Фары сзади приблизились. Они пошли на обгон, на узком проселке, по снегу, без света. Они собирались меня подрезать. «Ладно», — выдохнул я, — «хорошо». Я резко затормозил, и когда их машина дернулась вперед, теряя устойчивость, я дал газ и вывернул руль, вклиниваясь им в бок. Не ударить по касательной, сбить траекторию, заставить их уйти в сугроб. Скрежет металла прозвучал, как крик. Машину тряхнуло, меня бросило грудью на ремень. Рагнар ударился плечом о сиденье, но тут же восстановил стойку. Сзади их машина пошла юзом и ушла вправо, в снег. Фары вильнули и исчезли на секунду. Я не стал смотреть, чем закончится. Я просто рванул вперед туда, где начинался асфальт и редкие фонари. На первом перекрестке я свернул в частный сектор. Потом еще раз. Потом еще, петляя так, как петляют зайцы, когда за ними идет волк. Сердце колотилось в горле, но голова работала чисто. Уходить в центр глупо. Там камеры и посты. Но и они не дураки, могут перехватить. Уходить на трассу еще хуже. Остается одно — раствориться, пересидеть, понять. Я остановился только через 15 минут. Во дворе старой пятиэтажки, где был пустой карман между мусорными баками и детской площадкой. Заглушил мотор.
Тишина ударила по ушам так, будто мне на голову надели колокол. Руки дрожали. Я посмотрел на ладони, они были мокрые. Пот на морозе. Рагнар медленно поднял морду и посмотрел на меня. В его взгляде не было просьбы, было ожидание. Что дальше? Дальше я сглотнул. Дальше я, похоже, впервые по-настоящему влип. Я достал телефон. Пальцы не слушались. Вызвал Пашку Смирнова, единственного человека в отделе, кому мог доверять хоть немного. Он взял почти сразу, сонным, раздраженным голосом. «Да, Андрей Владимирович, что случилось? Вы чего в такое время?» «Паш, слушай внимательно», — сказал я тихо, потому что, казалось, нас слышат стены. «Мне нужна помощь. Срочно. И без дежурки». «Вы пьяны?» — насторожился он. «Я трезвый, как прокурор на комиссии», — отрезал я. «По мне стреляли». Молчание на том конце было таким, что я почти услышал, как он сел на кровати. «Где вы?» Я назвал улицу и двор. Пашка выдохнул. «Понял. Еду». Что за история?» Я посмотрел на Рагнара, на его шрамы, на его спокойствие, за которым пряталась память о боли. «История такая, Паш», — сказал я и сам услышал, как в моем голосе появляется что-то новое. Не героизм, не бравада, упрямство. Я подобрал собаку, а собака оказалась не просто собакой. И теперь ее бывший хозяин хочет, чтобы ни собаки, ни меня не стало. Я отключился. Сидел в машине в темноте, слушал, как остывает двигатель, и чувствовал, как моя прежняя жизнь, та, где я просто функционировал, отходит куда-то назад, как берег, от которого отчаливает лодка. Потому что теперь это было не очередное дело, не очередной материал. Это было что-то личное, липкое, как кровь на пальцах. Рагнар вдруг поднялся и положил передние лапы мне на бедро. Осторожно, без нажима, но так, что я ощутил его вес. Он наклонился и лизнул мою руку. Один раз, быстро, как печать. Я замер. Собаки не целуют руки просто так. Не такие собаки. Не те, кого ломали и учили ненавидеть. Это был не «спасибо за еду». Это было «я с тобой». И от этого простого, нелепого жеста внутри меня что-то щелкнуло, как замок, как решение, принятое без слов. «Ладно», — прошептал я, погладив его по голове. «Тогда слушай сюда, Рагнар. Мы не будем больше убегать. Мы сделаем так, чтобы он побежал». Вдалеке хлопнула дверца машины. По двору прошел быстрый свет фар и погас. Я увидел знакомую фигуру Пашки, который шел почти бегом, оглядываясь по сторонам и держал руку в кармане, будто там было что-то тяжелое. Он подошел, заглянул в окно, увидел меня и только потом заметил Рагнара. Лейтенант побледнел. «Это он?» «Это он», — сказал я. «И это наша проблема». Пашка сглотнул. «А кто бывший хозяин?» Я смотрел в ветровое стекло, где отражались огни подъездов, и произнес имя так, будто выговаривал диагноз. Аркадий Белов. Химик. Пашка выругался. Тихо, почти благочестиво. «Это же... Его же никто не трогает. Говорят, у него везде...» «Я знаю, что говорят», — перебил я. «Теперь скажи, что знаешь ты. Про собак, про бои, про кооператив». Он замялся. Потом кивнул, будто принял решение. «Слухи ходят давно», — сказал он глухо. «Но никто не лез. Там не только бои, Андрей Владимирович. Там еще охрану дрессируют. На заказ. Чтобы кусали без команды. И чтобы потом, чтобы уже не отучить». Я посмотрел на Рагнара. Он сидел спокойно, но глаза стали тяжелыми, как свинец. Значит, он был охранной заготовкой.
— произнес я медленно. А потом что-то пошло не так. «Или он сбежал», — тихо сказал Пашка. «Или его выбросили», — добавил я. И мы оба одновременно поняли третье, самое страшное. Если Белов увидел его сегодня, он уже не успокоится, он не забудет, он не переждет, он придет за ним. И придет быстро. Пашка оглянулся на окна пятиэтажки. «Вы же домой его привезли. Вы понимаете, что если они вычислят адрес...» Я почувствовал, как у меня в груди поднимается холодная волна. Перед глазами мелькнула Валентина Петровна с мопсом. Чужие двери, детские санки у подъезда, спящие люди, которые не имеют никакого отношения к моим разборкам. «Понимаю», — сказал я. «Поэтому домой мы больше не поедем». «Куда тогда?» Я на секунду задумался. И в голове всплыло единственное место, которое было моим и ничьим. Место, где я мог закрыть дверь и не объяснять никому, зачем мне нужна тишина. Старый гараж моего отца на окраине. В ряду, где половина боксов давно заброшена, а другая половина держится на честном слове и ржавых петлях. Там стоял инструмент, там была буржуйка, там пахло железом и прошлым. Там я иногда сидел один, когда не мог дышать в квартире. «Есть место», — сказал я. «Пересидим там, а утром начнем копать по-настоящему». Пашка кивнул, но в его глазах было не согласие, тревога. «Андрей Владимирович», — начал он и осекся, — «вы понимаете, что это уже не служебное?» Я посмотрел на Рагнара. Он не отводил глаз, не просил, не умолял. Он просто был рядом, как факт, как ответственность, как линия, которую нельзя переступить обратно. «Паш», — сказал я спокойно, — «это как раз впервые за долгое время человеческое». Мы пересели в Пашкину «Ладу», чтобы не светить форт. Рагнар устроился на заднем сиденье так тихо, будто всю жизнь ездил именно так. Неподвижно, внимательно, готовый к рывку. Мы ехали по ночному Ярославлю, который казался чужим. Будто город сменил лицо, стоило мне понять, что на его улицах есть люди, для которых человеческая жизнь дешевле собачьей. По дороге я ловил себя на странные мысли. Вчера я считал себя пустым, а сегодня внутри было слишком много всего. Страх, злость, жалость и какая-то упрямая, почти глупая решимость не отдать. Когда мы подъехали к гаражам, я увидел, как дымит чья-то труба. Кто-то уже топил буржуйку. Запах горелого дерева был таким домашним, что на секунду захотелось поверить. Сейчас мы зайдем, выпьем чаю, и все это окажется дурным сном. Но сон не заканчивается, когда у него есть имя. И когда у него есть белесые глаза. Я открыл дверь бокса, включил тусклую лампу. Пыль взметнулась в воздух. Здесь все было так, как я оставил. Старые полки, коробки с отцовскими вещами, ржавый домкрат, банка с болтами, которые никогда ни к чему не подходили, и запах. Смесь масла, металла и времени. Рагнар вошел первым, остановился на пороге. Втянул носом воздух и вдруг замер так, словно что-то услышал. Не здесь, а внутри себя. Я заметил, как напряглись его плечи, как дрогнуло сломанное ухо. «Что?» — спросил я, хотя понимал, что ответа не будет. Он сделал шаг и ткнулся носом в угол, где лежал старый мешок с ветошью. Потом резко отдернул голову, словно обжегся, и глухо зарычал. И я понял, он реагирует не на гараж, он реагирует на воспоминания, на замкнутое пространство, на запах железа, на эхо, на то, что когда-то с ним делали в похожем месте. Пашка тихо закрыл дверь и защелкнул внутренний засов.
«Ну все», — сказал он, пытаясь звучать бодро. «Здесь нас не найдут». Я посмотрел на дверь, на тонкий металл, на старый замок. И вдруг ясно увидел, как это может закончиться. Ломом по петлям, ударом по ребрам, кровью на бетоне. Тем, что я уже видел в своей голове и что, оказывается, ждало нас впереди. «Найдут», — сказал я. «Вопрос только, когда». Я сел на старый стул, обхватил голову руками и впервые за много лет позволил себе признаться вслух хотя бы самому себе. Я не знаю, как правильно, Баш. По уставу сдать в приют, оформить, забыть. По-человечески защитить. А по-реальному? По-реальному он просто уничтожит нас, если мы сделаем хоть одну ошибку. Паска молчал, потому что спорить было нечем. Рагнар подошел и лег у моих ног, прижавшись боком к ботинку. Теплый, тяжелый, живой. И в этом тепле, в этой простой опоре я вдруг понял то, что раньше не мог сформулировать. Внутренний конфликт закончился. Я уже выбрал. Без красивых слов, без героизма, без аплодисментов. Просто выбрал. Оставалось самое сложное — выиграть. Гараж встретил нас холодом, который, казалось, копился здесь годами, впитываясь в пористые кирпичные стены. Это был тот особый, технический холод, смесь сырости, запаха старого моторного масла и ледяного металла. Я включил масляный обогреватель, понимая, что толку от него будет мало, и занялся буржуйкой. Старая чугунная печь, которую отец когда-то притащил с завода, стояла в углу, как черный закопченный идол. Пока я ломал старые ящики на растопку, Рагнар обходил периметр. Он не нюхал углы, как обычная собака, ищущая метки других псов. Он проверял безопасность. Он заглянул за верстак, проверил щель под воротами, обошел смотровую яму, стараясь держаться от нее подальше. Я заметил это краем глаза. Проходя мимо черного провала в полу, он прижался к стене, и шерсть на холке снова встала дыбом. «Яма», — подумал я, чиркая спичкой. «Тебя держали в яме?» Огонь занялся неохотно, но вскоре сухие доски затрещали, и по гаражу поплыло живое, уютное тепло. Пашка сидел на перевернутом ведре, нервно крутил в руках телефон и смотрел на пса. «Андрей Владимирович», — тихо начал он, — «если то, что говорят про арену, правда, то нам конец». Я закрыл дверцу печки и выпрямился, отряхивая руки от сажи. «Что именно говорят, Паш? Только без легенд, факты». Лейтенант почесал нос. Верный признак того, что он нервничает. «Говорят, что Белов года 3 назад купил старый коровник в области. Официально под склад удобрений. Но местные грибники слышали там лай и выстрелы. Не охотничьи, а по живым мишеням. Оперы из областного управления пытались туда сунуться, но их тормознули сверху. Сказали, частная собственность, не лезьте в бизнес». Рагнар подошел к буржуйке, лег на бок, вытянув лапы к теплу, и тяжело вздохнул. В свете огня, пляшущем через щели заслонки, его шрамы казались глубокими черными бороздами. «Значит, бизнес», — усмехнулся я, чувствуя, как внутри закипает глухая злость. «Собачьи бои — это для маргиналов, Паш. Белов не маргинал, он эстет. Ему не нужна кровь ради крови. Ему нужна власть. Над людьми, над зверями. Ему нужно создать идеального солдата, который будет рвать глотки по щелчку пальцев». Я посмотрел на Рагнара. Он уже дремал, но уши продолжали сканировать пространство, поворачиваясь на каждый шорох ветра за воротами. «А этот, — я кивнул на пса, — видимо, оказался бракованным, слишком умным или слишком добрым. Или он просто не захотел убивать», — предположил Пашка. «Собаки не выбирают, убивать или нет, их заставляют. Вопрос в том, что сломалось в механизме дрессировки. Мы просидели так часа 2.
Пили дешевый чай из термоса, который нашелся в машине, и молчали. Говорить о работе не хотелось, говорить о жизни тем более. В этом гараже среди теней прошлого и настоящего мы были 3 беглецами. Пашка уехал под утро, пообещав пробить через своих знакомых в ГИБДД, на кого оформлены машины сопровождения Белова. Я остался. Спать я лег на старом продавленном диване, который стоял здесь со времен моей юности. Укрылся бушлатом. Рагнар лег на полу, отказавшись запрыгнуть на мягкое. Он выбрал позицию так, чтобы видеть входную дверь. Даже во сне он оставался на посту. Сон был рваным, липким. Мне снилась жена, которая стояла спиной и укладывала вещи в чемодан. А когда оборачивалась, у нее было лицо Белова с белесыми глазами. «Ты просто функция, Андрей», — говорил Белов голосом жены. «А функции можно списать». Я проснулся от скулежа. В гараже было темно, буржуйка давно прогорела, оставив лишь слабый запах дыма. Скулил Рагнар. Он лежал на боку, и его лапы дергались в бебешенном ритме бега. Он куда-то бежал во сне. Губы подрагивали, обнажая клыки, из горла вырывались сдавленные звуки, то ли лай, то ли плач. Это был кошмар. Такой же, какие мучили меня первые 2 года после Чечни. Я тихо спустил ноги с дивана, подошел к нему и сел на корточки. «Рагнар», — шепнул я, — «тихо, брат, ты здесь, свои». Я не стал его трясти. Знал, что спросонья может цапнуть. Просто положил руку рядом с его носом, чтобы он почувствовал запах. Он резко открыл глаза. В них на секунду вспыхнул дикий первобытный ужас. Он дернулся, пытаясь вскочить, клацнул зубами воздух, но тут же узнал меня. Узнал запах. Узнал голос. Мышцы расслабились. Он тяжело уронил голову обратно на лапы и лизнул мою руку. Язык был горячим и шершавым. «Страшно?» — спросил я в темноту. «Мне тоже». Я лег рядом с ним, прямо на грязный деревянный пол, накрывшись бушлатом. Обнял его за шею. От него пахло пылью и жизнью. Он не возражал. Так мы и уснули 2-й раз. Мент и пес, спина к спине, согревая друг друга в ледяном гараже на краю города. Утро принесло не только свет, пробивающийся сквозь щели ворот, но и реальность. Телефон разрывался. Звонил подполковник Зубов. «Яковлев!» — заорал он в трубку, стоило мне нажать «принять». «Ты где, мать твою? Планерка через 10 минут. Если тебя не будет, я тебе не выговор влеплю, я тебя под служебное подведу». «Еду, товарищ подполковник. Машина не заводилась», — соврал я привычно, глядя на Рагнара, который уже стоял у двери, ожидая прогулки. «Чтобы через 20 минут был у меня в кабинете. И побрейся, наконец». Я отключился, посмотрел на пса. «Сидишь здесь?» «Тихо. Я принесу воды и еды. В туалет только здесь, в углу, на опилке. На улицу нельзя. Понял?» Рагнар посмотрел на меня своим умным, пронзительным взглядом. Он понял. Он все понимал лучше многих людей. Я запер его снаружи на 2 замка, проверил, не видно ли чего в щели, и пошел пешком до дороги ловить такси. Свою машину светить у гаражей было нельзя. В отделе было, как всегда, суета, крики, запах дешевого кофе и табака. Но сегодня я чувствовал на себе взгляды. Косые, быстрые. Коллеги здоровались сквозь зубы и отводили глаза. «Уже знают», — понял я. Слухи в нашей системе распространяются быстрее вируса. Кто-то видел перестрелку, кто-то видел мою машину, или кто-то уже позвонил сверху. Я зашел в кабинет к Зубову. Подполковник сидел за столом, багровый, и перебирал бумаги. Он не поднял головы. «Садись, Яковлев». Я сел. Зубов помолчал минуту, шурша листами. Потом снял очки, бросил их на стол и посмотрел на меня. В его глазах не было злости, была усталость и страх. Страх человека, который хочет спокойно досидеть до пенсии. «Андрей», — сказал он неожиданно мягко, — «ты хороший опер. Был когда-то. Но сейчас ты творишь дичь. О чем вы, Петр Сергеевич?
«Не включай дурака!» — рявкнул он, но тут же понизил голос. «Мне звонили. Из города. Серьезные люди. Спрашивали про тебя. Говорят, ты украл чужое имущество. Я подобрал умирающую собаку на помойке», — сказал я жестко, глядя ему в переносицу. «Это теперь называется кражей?» Зубов поморщился, как от зубной боли. «Эта собака стоит больше, чем твоя квартира и твоя жизнь вместе взятые. И хозяин у нее — человек уважаемый, меценат, бизнесмен. Бандит он, Петр Сергеевич, и живодер. Это ты прокурору расскажешь?» Зубов ударил ладонью по столу. «Андрей, послушай меня. По-хорошему прошу. Верни пса. Скажи, что нашел, вылечил, хочешь вернуть за вознаграждение. Они заберут, дадут денег, забудут. Иначе...» — он замялся. «Иначе что? Меня уволят? Посадят? Убьют?» Зубов отвел глаза. «Я тебя прикрывать не буду. Если на тебя напишут заявление, я дам ход. А если тебя найдут в канаве, я напишу, что это бытовуха по пьяни. Ты понял меня?» Я встал. Стул скрипнул по паркету. «Я вас понял, товарищ подполковник. Разрешите идти. Работать надо. Раскрываемость повышать». «Дурак ты, Яковлев», — бросил он мне в спину. «Гордый дурак». Я вышел в коридор, чувствуя, как спина мокнет под рубашкой. Зубов сдал меня. Система списала меня. Теперь я официально один. Я вернулся в свой кабинет. Пашки не было. Коротков сидел, уткнувшись в монитор, и делал вид, что меня не существует. Я сел за свой стол, открыл ящик, достал табельный ПМ. Проверил обойму. 8 патронов. Плюс запасная. Мало. Против армии Белова смешно. На телефон пришло сообщение с незнакомого номера. Я открыл. Фотография. На снимке был мой гараж. Снято сегодня утром с крыши соседнего бокса. На двери гаража белой краской из баллончика был нарисован крест и подпись: «У тебя время до заката. Привезешь на старый элеватор. 1. Или массажем будку вместе с жильцом». Телефон чуть не выпал из рук. Они нашли. Они следили за мной, когда я уходил. Или Пашка сдал. Нет, Пашка не мог. Значит, маячок на машине. Или просто вели от самого кооператива, но не показали виду. Я посмотрел на часы. Полдень. До заката 4 часа. В голове щелкнуло. Страх исчез. Осталась только ледяная, расчетливая ярость. Они угрожают сжечь его заживо. Моего пса. Моего друга. Я вскочил, сунул пистолет в кобуру. Коротков поднял голову. «Ты куда?» «Зубов сказал отчет писать». «К черту отчет», — бросил я. «У меня срочный выезд». Я выбежал из отдела, сел в служебный УАЗик. Свою брать нельзя, она засвечена. Но тут же понял, на служебный меня отследят по ГЛОНАСС. Я выскочил обратно, поймал частника на старой «девятке». «В гаражный кооператив «Текстильщик», — сказал я водителю, протягивая 1000 рублей. «Быстро, как на пожар». Водитель, узбек с золотым зубом, кивнул. «Понял, брат. Полетим». Мы летели по городу, подрезая автобусы, а я смотрел на серые улицы и молился. Впервые за 20 лет молился. «Господи, если ты есть, не дай им сжечь гараж раньше времени, просто дай мне успеть». Когда мы подъехали к кооперативу, я выскочил из машины, не дожидаясь сдачи. Бежал по рядам, скользя на льду, задыхаясь, сердце колотилось в горле. Поворот, мой ряд. Гараж стоял, целый. Дыма не было. Я подбежал к воротам. Белый крест на ржавом металле горел, как клеймо. Я дрожащими руками открыл замки, рванул дверь на себя. Темнота. Тишина. «Рагнар!» Из темноты метнулась тень. Он был жив. Он ждал. Он встретил меня не лаем, а мощным толчком лап в грудь, чуть не свалив с ног. Я обнял его, зарылся лицом в шерсть. «Уходим», — сказал я, — «прямо сейчас». «Но куда?»
Квартиры нет, гараж нет, друзья подставлять нельзя. И тут я вспомнил. Дача. Старая, полуразрушенная дача деда в 40 километрах от города, в глухой деревне, где зимой живут 1,5 землекопа. Туда дороги нет, только на тракторе или пешком. Там нет связи, там нет камер. Это был наш единственный шанс. Я быстро собрал вещи, инструменты, канистру с бензином, пригодится, остатки еды, загрузил все в форт, который стоял внутри гаража. На улице я его не бросал. «Садись», — скомандовал я. Мы выехали из бокса. Я посмотрел на соседние крыши. Никого. Но ощущение липкого взгляда не отпускало. Я выехал на трассу. Снег пошел сильнее, переходя в метель. Это было нам на руку. Следы заметет. Мы ехали молча. Рагнар смотрел в окно на белые поля, проносящиеся мимо. И вдруг он зарычал. Глухо, утробно. Я посмотрел в зеркало заднего вида. За нами ехал черный джип, без номеров. Он держался на дистанции, не приближаясь, но и не отставая. Они не стали ждать заката. Они решили взять нас на трассе. «Ну что, Рагнар», — сказал я, сжимая руль до побеления костяшек, — «держись. Кажется, война начинается раньше». Я вдавил педаль газа в пол. Старый мотор взвыл. Джип сзади тоже ускорился. Он был мощнее, быстрее, тяжелее. Он нагонял нас, как акула нагоняет раненую рыбу. Впереди был мост через небольшую речку, узкий, двухполосный. И я увидел, как навстречу нам, перекрывая дорогу, выезжает еще одна машина. Грузовик. Клещи. Нас зажали. «Вниз!» — заорал я псу. «На пол!» Я не стал тормозить. Тормозить значит сдаться. Я дернул руль вправо, в сторону отбойника, надеясь проскочить по обочине, прорваться, сбить, перевернуть, но не остановиться. Удар был страшным. Меня кинуло на руль. Подушка безопасности выстрелила в лицо белым облаком. Мир перевернулся, закружился в калейдоскопе снега, металла и стекла. Скрежет раздираемого железа заглушил даже мой собственный крик. Темнота накрыла меня мгновенно. Очнулся я от холода и боли. Боль была везде. В голове, в ребрах, в ноге. Я висел на ремне безопасности. Машина лежала на боку, в кювете. Лобового стекла не было. Снег падал мне на лицо. «Рагнар», — прохрипел я. Губы были разбиты, во рту солоно от крови. Тишина. Я кое-как отстегнул ремень, упал вниз на дверь пассажира. Попытался выбраться через разбитое окно. Снаружи было темно. Фары джипа, стоявшего наверху на дороге, били лучами в небо. Я слышал голоса, мужские голоса, смех. «Ну что, достали?» «Вроде да. Живой, скотина. Крепкий. Грузи в багажник. Шефа порадуем». Я выполз в снег. Огляделся. Рагнар лежал в метре от машины. На снегу расплывалось темное пятно. Он не двигался. «Нет», — выдохнул я, — «нет, нет, нет». Я пополз к нему, волоча сломанную ногу. Схватил за шерсть. «Рагнар, вставай! Вставай, солдат!» Он не дышал. Или я не чувствовал дыхания из-за своих замерзших рук. Сверху с насыпи спустились двое. Я узнал их, те самые быки из кооператива. Один держал в руке электрошокер, другой — веревку. «О, гляди-ка, мусорок очухался», — сказал первый, светя мне фонариком в лицо. «Живучий гад!» Второй подошел к Рагнару, пнул его сапогом в бок. Тело пса глухо отозвалось. Неживое. «Дохлый, кажись. Шеф расстроится. Он хотел его лично того. Да и хрен с ним. Закинем тушу, скажем. При задержании сдох. Главное, мента взяли. С него спрос будет особый». Я попытался встать, попытался достать пистолет. Но кобура была пуста. Ствол выпал при ударе. «Сидеть!» — рявкнул первый и ударил меня шокером в шею.
Разряд прошел через все тело, выгибая позвоночник дугой. Я упал лицом в снег, хватая ртом воздух. «Межи его! И собаку грузи, на чучело пойдет!» Меня скрутили, затянули руки пластиковой стяжкой так, что запястья захрустели. Подняли рывком. Нога прострелила адской болью, я застонал. Меня тащили вверх по склону к джипу. Я крутил головой, пытаясь увидеть пса. Двое других тащили Рагнара за задние лапы, как мешок с мусором. Его голова волочилась по снегу, оставляя красный след. «Прости». Билась в голове единственная мысль. «Прости, брат. Я не смог. Я не справился». Нас закинули в багажник огромного ленд-крузера. Сначала Рагнара, потом меня. Захлопнули дверь. Темнота. Запах бензина и крови. Машина тронулась. Я лежал, прижавшись щекой к боку пса. Он был еще теплым, но неподвижным. «Рагнар», — шептал я в темноту, — «ну давай же, ты же немец, ты же машина, не умирай». И тут в шуме двигателя и шуршании шин я почувствовал это. Слабое, едва заметное движение. Его бок дрогнул. Раз, другой. А потом я услышал звук. Тихий, на грани слышимости. Ни стон, ни хрип. Рычание. Очень тихое, очень злое. Он приходил в себя. Он не умер, он был оглушен. И теперь он просыпался. В замкнутом пространстве. С врагами за тонкой спинкой сиденья и со мной рядом. Я прижался лбом к его уху. «Жди», — шепнул я одними губами. «Жди сигнала. Мы еще повоюем». Джип вез нас в логово зверя. На тот самый элеватор. В то самое место, где Рагнар должен был умереть, но выжил. Мы ехали туда, чтобы умереть. Или чтобы закончить это раз и навсегда. Время в багажнике не текло. Оно капало. Густое и черное, как масло из пробитого картера. Каждый ухаб отдавался в моем теле вспышкой ослепляющей боли. Сломанная нога, теперь я был в этом уверен, горела огнем. Стяжки на запястьях впились до кости, перекрывая кровоток. Но все это было фоном. Главным было теплое, живое тело рядом. Рагнар больше не притворялся мертвым, по крайней мере, для меня. Он лежал, прижавшись хребтом к моему боку, и я чувствовал, как напрягаются его мышцы, гася инерцию поворотов. Он группировался. В темноте, в воне бензина и старой пыли он готовился к своему последнему бою. Я слышал его дыхание. Не сиплое, как у умирающего, а ровное, глубокое, с короткими паузами. Так дышит снайпер перед выстрелом. «Прости, что втянул», — шепнул я, уткнувшись лицом в жесткий ворс обивки. В ответ он коротко, жестко ткнул меня носом в плечо. «Заткнись и соберись». Машина начала замедляться. Шум шин изменился. Асфальт сменился гравием, потом чем-то гулким. Бетонные плиты. Мы въезжали на территорию. Джип остановился. Хлопнули двери. Голоса снаружи звучали гулко, с эхом. Значит, мы внутри помещения. Ангар. Или тот самый элеватор. Крышка багажника с лязгом взлетела вверх. Яркий свет прожекторов ударил по глазам, выжигая сетчатку после темноты. «Выгружай мясо!» Голос принадлежал тому же быку, что бил меня шокером. Чьи-то грубые руки схватили меня за ворот куртки и рывком выдернули наружу. Я упал на бетонный пол, не удержавшись на здоровой ноге. Боль прострелила от бедра до затылка. В глазах потемнело. Рядом, глухо ударившись о пол, упал Рагнар. Он лежал тряпкой, не шевелился. Умный пес. Он знал. Покажешь силу раньше времени, пристрелят на месте. А так просто дохлая туша, которую можно пнуть. Я поднял голову, щурясь от света. Мы находились в огромном цеху заброшенного элеватора. Высокие потолки терялись в мраке, откуда свисали ржавые цепи и остатки транспортерных лент. Стены были изъедены сыростью и грибком. Но центр зала был расчищен и освещен мощными промышленными лампами.
Пол здесь был не просто грязным, он был бурым. Въевшаяся в бетон старая кровь, которую не отмыть никакой химией. В центре этого круга света стоял он, Аркадий Белов, химик. Он выглядел здесь чужеродно, как скальпель в куче металлолома. Идеально пошитое пальто снято и брошено на складной стул. Под ним серый костюм «тройка», белая рубашка, ни пятнышка грязи. Он стоял, опираясь на трость с серебряным набалдашником. Пижонство, чистой воды пижонство. И курил тонкую сигарету. «Андрей Владимирович Яковлев», — произнес он мягким, тихим голосом, который, однако, перекрыл эхо шагов его подручных. «Майор полиции. 3 раскрытых убийства за прошлый год. Награды за службу на Кавказе. Развод, ипотека, гастрит. Я ничего не упустил? 2 амбалов подняли меня и поставили на колени. Я сплюнул кровь на бетон. Упустил, Аркадий. Статью 317 УК РФ. Посягательство на жизнь сотрудника. Тебе вышка светит, гнида». Белов рассмеялся. Смех у него был сухой, шелестящий, как пересыпаемый песок. «В этом городе светят только мои фонари, майор. И гаснут они тоже по моему приказу». Он подошел ближе. Трость цокнула по бетону в сантиметре от моих пальцев. Но смотрел он не на меня. Он смотрел на Рагнара, лежащего в 2 метрах. «Ну, здравствуй, Цербер», — сказал он псу. «Долго же ты бегал?» Рагнар не шевелился, только ухо, то самое сломанное, едва заметно дернулось. «Удивительная история», — Белов повернулся ко мне, выпуская дым в потолок. «Знаешь, майор, этот пес — уникальный экземпляр. Генетика, селекция, годы тренировок. Я вложил в него столько денег, сколько ты не заработаешь за 10 жизней. Он должен был стать идеальным оружием. Абсолютная послушность, абсолютная агрессия, никакого страха». Он сделал паузу, разглядывая носок своего лакированного ботинка. Но у него обнаружился дефект — брак. «Знаешь, какой? У него есть душа», — прохрипел я. Белов поморщился. «Душа — это выдумка для слабаков, чтобы оправдать свою никчемность. Нет, у него обнаружилась избирательность. Он отказался добивать. На тестовом бою полгода назад. Противник лежал, горло открыто. Рви, побеждай. А этот...» Белов с отвращением ткнул тростью в бок Рагнара. Он отошел. Он, видите ли, решил, что бой окончен. Пес лежал неподвижно, принимая тычки. Но я видел его глаз, узкую щелку, в которой горел холодный огонь. Он ждал. Он сканировал дистанцию. «Слабость нужно уничтожать, майор», — продолжил Белов. «Иначе она заразна. Я приказал его утилизировать, но мои идиоты...» — он кивнул на амбалов, которые переминались с ноги на ногу. «Решили схалтурить. Вывезли, бросили, думали, сдохнет сам. А он выжил и нашел тебя. Подобное тянется к подобному, верно? Сломанный человек и бракованный пес». «Мы не сломанные», — сказал я, глядя ему прямо в белесые глаза. «Мы просто настоящие. А ты — плесень, Аркадий. Дорогая, ядовитая плесень на теле этого города». Лицо Белова не изменилось, но глаза потемнели. Он кивнул своим людям. «Поднимите его». Рывок. Меня вздернули на ноги. Боль в ноге стала такой, что я чуть не потерял сознание, но удержался. Нельзя падать. Не перед ним. «Я мог бы просто пристрелить вас обоих», — скучающим тоном произнес химик. «Но это скучно и не педагогично. Собака должна выполнить свое предназначение, а ты должен увидеть, кого ты пригрел». Он щелкнул пальцами. «Развяжите ему руки». Один из бандитов, тот, что был с ножом, разрезал стяжки. Кровь хлынула в кисти, вызывая 1000 иголок боли. «А теперь
Белов отошел назад к столу, где лежал его пистолет. Правила просты. В природе выживает сильнейший. Он посмотрел на Рагнара. «Цербер, встать!» Команда прозвучала, как удар хлыста, и Рагнар встал. Он поднялся не как побитая собака, а как пружина, которая распрямилась. Медленно, страшно. Он отряхнулся, и пыль полетела во все стороны. Он стоял на 4 лапах твердо, несмотря на раны. Его взгляд был прикован к Белову. «Фас!» — крикнул Белов, указывая на меня тростью. «Взять его!» В ангаре повисла тишина. Слышно было только гудение ламп и свист ветра в дырах крыши. Рагнар не шелохнулся. Он даже не посмотрел в мою сторону. Он смотрел на бывшего хозяина. Я сказал «взять». Голос Белова сорвался на визг. «Или я пристрелю вас обоих прямо сейчас». Он схватил со стола пистолет и направил его на меня. «Ну?» Рагнар медленно повернул голову ко мне. В его глазах я увидел вопрос. Тот самый, что и при первой встрече. «Ты мне веришь?» Я кивнул. Едва заметно. Пес повернулся к Белову, оскалился, широко, страшно показывая все свои желтые клыки, и сел. Он просто сел, спиной ко мне, лицом к врагу, закрывая меня собой. Это был бунт. Тихий, но абсолютный бунт создания против Создателя. Отказ подчиняться, отказ быть оружием. Лицо Белова перекосило. Маска спокойствия слетела. «Ах ты, тварь!» — прошипел он. «Не хочешь работать? Тогда сдохнешь. Ломайте их, кончайте обоих, медленно!» Он махнул рукой своим псам, тем, что на 2 ногах. 3 амбалов двинулись на нас. У одного в руках была та самая монтировка, у другого длинный нож, у третьего — цепь. «Рагнар», — сказал я тихо, — «работаем». И ад разверзся. Пес не ждал, пока они подойдут. Он сорвался с места серой молнией, но не к Белову, до пистолета было далеко, а к ближайшему, тому, что с цепью. Прыжок был таким быстрым, что глаз не успевал зафиксировать движение. Удар грудью, бандит отлетел сбитый с ног 40-килограммовым снарядом. Рагнар не стал его грызть, он ударил клыками в предплечье, вырывая оружие, и тут же отскочил. «Сука!» — заорал второй, замахиваясь ножом. Я понимал, что с моей ногой я не боец, но адреналин творит чудеса. Я схватил с пола какой-то ржавый кусок арматуры, валявшийся под ногами. «Давай!» — заорал я, чтобы отвлечь их на себя. Тот, что с монтировкой, здоровый, бритый детина по кличке Лом, которого я знал по ориентировкам, пошел на меня. «Ну иди сюда, мусор!» — ухмыльнулся он. «Сейчас я тебе 2 ногу подровняю». Он замахнулся. Я попытался уклониться, но больная нога подвела. Я поскользнулся на кровавом пятне и рухнул на спину. Арматура вылетела из руки. Лом навис надо мной. Я видел его гнилые зубы, видел торжество в маленьких глазках, видел, как взлетает вверх монтировка, целясь мне в висок. В голове пронеслась глупая, неуместная мысль. Вот так, значит, на грязном полу, под лампой. Ледяная сталь монтировки со свистом рассекла воздух. Здесь мы возвращаемся к моменту пролога, но теперь с полным эмоциональным багажом. И я, лежа на грязном бетоне, с перебитым дыханием, с ужасающей ясностью понял, что просто не успею закрыться. В ту же долю секунды, рыча не как собака, а как раненый демон, огромная черная тень метнулась из темноты. Рагнар. Он был занят другим, но он видел. Он всегда видел меня. Он прыгнул поперек удара. Влажный, тошнотворным хруст ломающихся ребер перекрыл гул в ушах. Удар, предназначенный моему черепу, пришелся в бок пса. Рагнар рухнул на меня, теплый и тяжелый,
выбив из легких остатки воздуха. Горячая кровь брызнула мне на лицо. «Нет!» — мой крик, кажется, порвал связки. Но Рагнар не умер. Боль, которая убила бы любую другую собаку, его только разозлила. Он был бракованным убийцей. Но он был убийцей. Лежа на мне, он клацнул челюстями, поймав руку с монтировкой, которая опускалась для второго удара. Хруст кости человека прозвучал иначе, суше, звонче. Лом завыл. Рагнар рванулся, отталкиваясь от моей груди задними лапами, и вцепился бандиту в горло. Не убивать, душить, валить. Амбал рухнул рядом со мной, хрипя и пуская пузыри. Пес отпустил его и встал надо мной. Его левый бок был вмят, шерсть пропиталась кровью, из пасти капала пена. Его шатало. Но он стоял. Белов наблюдал за этим с брезгливым интересом, стоя в 10 метрах. В его руке все еще был пистолет. «Впечатляет», — сказал он, поднимая ствол. «Действительно впечатляет». Но спектакль затянулся. Он прицелился в голову Рагнара. Я лежал на полу. Оружия не было. Встать я не мог. Между дулом пистолета и моим другом было 10 метров пустоты. И вдруг сзади, со стороны ворот, раздался звук, который в этот момент показался мне пением ангелов. Грохот, скрежет металла и вой сирены. Ворота ангара содрогнулись от удара снаружи. Еще удар. И створка, сорванная с петель бампером тяжелого армейского Урала, рухнула внутрь, поднимая облако цементной пыли. В проеме, в свете мигалок, стояли люди в черном, с щитами и автоматами. СОБР. «Всем лежать! Мордой в пол! Работает спецназ!» Белов дернулся. На долю секунды он перевел взгляд на ворота. Этой доли секунды хватило. Я не знаю, откуда у меня взялись силы. Я не встал. Я прыгнул с пола, как лягушка, оттолкнувшись здоровой ногой. Я врезался головой ему в живот. Выстрел ушел в потолок, выбив крошку бетона. Мы покатились по полу. Я, уважаемый бизнесмен, и его дорогая трость. Я бил его, бил кулаком, локтем, головой, за боль в ноге, за разбитую жизнь, за кровь на боку моего пса. Я бил его и рычал, и в этот момент я был большим зверем, чем Рагнар. Меня оттащили свои. Пашка Смирнов и 2 бойцов в масках. «Андрей! Андрей, все! Он готов! Успокойся!» Я тяжело дышал, вися на руках ребят. Лицо Белова превратилось в маску из крови, но он был жив. Его скрутили, надели наручники. Я вырвался, упал на колени. Рагнар. Пес лежал там, где принял удар. Вокруг него уже суетился медик из группы захвата, разрезая шерсть ножницами. «Не трогай!» — заорал я. «Он не дастся!» Но Рагнар лежал смирно. Он смотрел на меня. Его глаза затягивала мутная поволока. Я подполз к нему. Взял его тяжелую голову в руки. «Ты чего, брат? Ты чего удумал? Не смей, слышишь? Не смей». Медик поднял на меня глаза поверх маски. «Ребра. Легкое пробито. Пневмоторакс. Нужно срочно в клинику. Счет на минуты, майор». «Паша!» — заорал я. «Машину! Быстро!» Пашка подгнал служебный УАЗ. Мы вчетвером на плащ палатки погрузили Рагнара на заднее сиденье. Я влез следом, забыв про свою ногу, которая уже распухла до размеров бревна. «Гони!» — крикнул я водителю. «Включай все, что есть. Если он умрет, я тебя пристрелю». Мы летели по ночному городу. Сирена выла, разгоняя редкие машины. Я зажимал рану на боку пса своей курткой, чувствуя, как горячая кровь толчками бьет в ладонь. «Держись», — шептал я ему, гладя по голове, смешивая свои слезы с грязью на его морде. «Только держись. Ты же Рагнар. Ты же конунг. Конунги так просто не умирают. Помнишь, я обещал тебе мясо?
Много мяса. И весну. Скоро весна, брат. Ты должен увидеть весну». Он смотрел на меня. Взгляд его стекленел. Дыхание становилось все реже и тише. Машина подпрыгнула на лежачем полицейском. Рагнар судорожно вздохнул и затих. Грудь под моей рукой перестала подниматься. «Нет», — прошептал я, — «нет, дыши». Я начал делать ему непрямой массаж сердца. Прямо там, на заднем сиденье трясущегося УАЗика. Я давил на его грудную клетку, слыша хруст, молясь всем богам, в которых не верил. «Не уходи, не бросай меня одного, ну, пожалуйста». Водитель гнал. Впереди показались огни ветеринарной клиники, но я уже ничего не видел из-за пелены в глазах. Я только качал его сердце, пытаясь перелить в него свою собственную жизнь. Операционная ветеринарной клиники — место особое. Здесь пахнет не так, как в человеческой больнице. Здесь меньше хлорки и больше страха. Нет, скорее беспомощности. Потому что пациент не может сказать, где болит, а врач не может пообещать: «Потерпи, сейчас станет легче». Я сидел в коридоре на пластиковом стуле, привалившись затылком к стене, выкрашенной в тошнотворно-персиковый цвет. Моя собственная нога была наскоро замотана бинтом поверх разрезанной штанины. Фельдшер скорой, который вызвал Пашка, вколол обезболивающее и уехал, взяв с меня слово, что я явлюсь в травмпункт как только, так сразу. Нога горела, но это было где-то далеко, в другой вселенной. В этой вселенной существовала только белая дверь с табличкой «Идет операция, не входить». И тиканье настенных часов, каждый удар которых звучал как приговор. Прошло 3 часа. За это время Пашка успел съездить в управление, вернуться и привезти мне кофе, к которому я не притронулся. Он сидел рядом, молчаливый, помятый, с размазанной сажей на щеке. «Зубов звонил», — тихо сказал он. «Белова взяли плотно. В подвале элеватора нашли такое. В общем, там на 3 пожизненных хватит. И собачьи ямы, и следы крови, и видеоархив боев». Он, идиот, все записывал для коллекции. Я кивнул, не открывая глаз. Мне было плевать на Белова. Пусть его хоть четвертуют. Пусть дадут Героя России. Это не имело значения. Значение имело только то, что сейчас происходило за белой дверью. «Андрей Владимирович», — Пашка помялся, — «врачи говорят, у него шансов мало. Кровопотеря, шок, легкая в лоскуты. Может, не надо мучить». Я медленно повернул к нему голову. «Ты видел, как он смотрел на меня в машине?» «Видел. Он не прощался, Паш. Он просил подождать». Дверь открылась. Вышел хирург, молодой парень с уставшими глазами и кровавыми пятнами на зеленом халате. Он стянул маску, вытер лоб тыльной стороной руки. Я попытался встать, но нога подогнулась. «Доктор?» Хирург посмотрел на меня, потом на Пашку, потом снова на меня. Вздохнул. «Сердце мы запустили. Дважды останавливалось. Ребра собрали, легкое ушили, дренаж поставили». Он замолчал. «Но?» — спросил я, чувствуя, как холодеют руки. «Но состояние критическое. Кома. Организм истощен, плюс старые травмы. Он очень слабый, ваш пес. Я сделал все, что мог. Теперь все зависит от него. Если до утра доживет, есть шанс. Если нет, можно к нему?» «Нет, там стерильно». «Доктор», — я схватил его за рукав, — «я мент. Я сегодня человека чуть не убил за эту собаку. Пустите, я просто посижу рядом, я не буду мешать, пожалуйста». Врач посмотрел мне в глаза. Увидел там что-то, от чего спорить расхотелось. «Халат накиньте и бахилы. 5 минут».
Рагнар лежал на металлическом столе, укрытый термоодеялом. К его лапе тянулась трубка капельницы, в носу торчал зонд, на боку огромная повязка, сквозь которую уже проступало розовое пятно. Монитор пищал ритмично, но редко. Слишком редко. Он казался маленьким. Без своей брони из мышц и ярости, просто изломанное, худое тело под серебристой пленкой. Я пододвинул табуретку и сел у его головы. Осторожно, одним пальцем коснулся носа. Сухой, горячий. «Привет», — шепнул я. «Ну как ты там? Воюешь?» Монитор пискнул. «Слушай, Рагнар, я тут подумал. Мы с тобой начали неправильно. Я тебя подобрал, но я тебя не спросил. Может, ты хотел другой жизни? Может, ты хотел свободы?» Я сглотнул ком в горле. «Но если ты выберешь остаться, я тебе обещаю, никакой службы, никаких команд, никаких фаз. Будешь просто собакой. Будешь спать на диване, да, черт с ним, прямо на диване я разрешаю. Будем ездить на речку, я куплю удочку. Ты когда-нибудь видел рыбу? Она скользкая и смешная. Тебе понравится». Слеза скатилась по щеке, упала на металлический стол. «Не уходи, брат. У меня кроме тебя никого нет. И у тебя никого. Мы 2 сапога пара, помнишь? 2 бракованных элемента. Нам нельзя по одному. Нас по одному сломают». Я сидел там всю ночь. Врач приходил, проверял приборы, качал головой, но не гнал меня. Пашка спал в коридоре. Под утро, когда за окном начало сереть то самое ненавистное мне серое небо, ритм монитора изменился. Стал быстрее, сбивчивее. Рагнар заскулил. Не открывая глаз, я вскочил. «Доктор!» — вбежал врач, медсестра. Меня оттеснили. «Давление падает! Адреналин! Быстро!» Я стоял у стены, вжимаясь в нее спиной, и смотрел, как они колдуют над его телом. Как дергается его лапа в конвульсиях. Как прямая линия на мониторе на секунду выпрямляется в зловещую струну и снова начинает плясать. «Живи! Живи! Живи!» И он выжил. Он выкарабкался не благодаря лекарствам, а вопреки им. На злости, на упрямстве, на том самом взгляде, который когда-то заставил меня остановиться у ларька. Эпилог. Оттепель. Прошло 2 месяца. Апрель в Ярославль пришел внезапно, словно кто-то наверху переключил рубильник. Вчера еще лежали грязные сугробы, а сегодня асфальт парит, ручьи бегут с таким шумом, что заглушают машины, и солнце слепит так, что больно смотреть. Я вышел из подъезда, опираясь на трость. Мою ногу собрали на штифтах. Хромать буду долго, но бегать смогу. «Рагнар, не тяни!» — крикнул я. Пес обернулся. Он изменился. Шерсть отросла, закрыв шрамы, и блестела на солнце, как вороненая сталь. Он поправился килограммов на 5, бока округлились, но главное изменение было в другом. Он улыбался. Да, собаки умеют улыбаться. Пасть приоткрыта, язык набок, глаза прищурены. Он стоял посреди лужи, грязный, мокрый и абсолютно счастливый, держа в зубах огромную палку, которую нашел в парке. Мы прошли через многое. Суд над Беловым, я давал показания, Рагнар, можно сказать, присутствовал духом, его медицинскую карту приобщили к делу как доказательство жестокого обращения. Увольнение из органов. Я ушел сам по ранению, да и не смог бы я там больше работать, глядя в глаза Зубову. Теперь я работал в службе безопасности крупной логистической фирмы. Скучно, зато платят хорошо, и график позволяет гулять с собакой по 3 часа. Рагнар подбежал ко мне, ткнул мокрым носом в руку, требуя бросить палку. «Нельзя тебе бегать много, балбес», — проворчал я, но палку взял. Я размахнулся и кинул ее подальше на сухой газон. Он рванул.
Мощно, красиво. Хромота почти ушла. Я смотрел на него и думал о том, как странно устроена жизнь. Мы ищем великие смыслы, строим карьеры, воюем за правду, а иногда спасение приходит в виде грязного, умирающего пса у ночного ларька. Он спас меня не от пули, пули — это мелочи. Он спас меня от холода внутри. Рагнар вернулся с палкой, бросил ее к моим ногам и гавкнул. Громко, звонко, на весь двор. Соседка Валентина Петровна, проходящая мимо со своим мопсом, испуганно ойкнула. «Ой, Андрей Владимирович, он у вас так вырос и такой статный стал, прямо король». Я улыбнулся ей. Впервые за год искренне улыбнулся. «Не король, Валентина Петровна, конунг». Я посмотрел на небо. Оно было пронзительно синим, без единого облака. «Ну что, Рагнар?» — спросил я. «Домой? У нас там курица в духовке». Он посмотрел на меня. В его янтарных глазах больше не было вопроса «Ты мне веришь?» Там был ответ «Я с тобой до конца». Мы пошли к подъезду. Человек с тростью и пес со шрамами. Две сломанные, но сросшиеся жизни, идущие рядом в свою первую настоящую весну.